Так, посмотрим. Длинный стебель, ярко-оранжевые лепестки. Да это же Эдвард Пентилиум, цветок айгуль. Билимбек тут. Привет, Билимбек, смотри, какой цветок. А как пахнет! Это нам по биологии задание задали. Изучить растения родного края. Хорошее задание, познавательное. Вот только эти пчелы мешаются. Им твой цветок тоже нравится. Ишь какие, а ну брысь. Стой, как юный натуралист, ты должен знать, что пчелы очень удивительные насекомые. И чем же они удивительные? Пчелы как пчелы. Давай-ка посмотрим на них повнимательнее. Как много пчел! Конечно, в одном улье могут жить до 100 тысяч пчел. Вот ты знаешь, что для того, чтобы получить 1 килограмм меда, пчеле надо собрать нектар с 20 миллионов цветов. Как же пчела управляется? Конечно, килограмм меда собирает много пчел, но и у одной пчелы много работы. В день ей нужно облететь 7 тысяч цветов. А откуда пчела знает, куда ей лететь? У пчел сильно развито обоняние. Они различают запахи в 1000 раз сильнее, чем человек, и способны чувствовать аромат цветов на расстоянии 1 километр. Ого, и как пчела это все унесет? Пчелы способны преодолевать расстояние с грузом, который в несколько раз больше их собственного веса. А летает пчела со скоростью 65 километров в час. Куда это она? Домой? В свой улей. А еще пчелы – прирожденные математики. Соты, которые строят пчелы, имеют очень прочную конструкцию. Также соблюдаются точные размеры сот. Прямо как сотовая связь. Ты прав, Аклбек. Название «сотовая» людям подарили именно пчелы. Сотовая связь состоит из сети базовых станций, которая по виду покрытия напоминает пчелиные соты. И сигнал передается от одной станции к другой, то есть от соты к соте. Но почему именно такая форма? Форма соты выбрана не случайно. Она намного лучше, чем круг или квадрат. Сигнал в ней распространяется равномерно. Абонент всегда будет в зоне доступа. А в центре каждой соты находится сложное техническое сооружение. Станция, на которую поступают сигналы с наших мобильных телефонов. И потом передаются дальше по сети. Я и не думал, что пчелы такие умные. А я тебе что говорил? Пожалуй, на следующий урок я напишу сочинение на тему пчелиных сот. Отличная идея!